Глава 35. Поэты-кардебалеты. Раны Мигеля не были такими уж глубокими. Дедушка сделал какой-то настой из трав, еще чего-то. Изабель наложила повязки. Боль уже не чувствовалась, но голова иногда чуть кружилась. И в какой-то такой момент ему показалось, что он слышит, как кто-то тихо читает молитвы. Мигель встряхнул головой. «Готовы ли мы?» — спросил он, пока Изабель доматывала его руку. «Готовы ли вы?» — спросил дедушка. «Готова ли я?» — спросила Марисол. «Готов ли борщ?» — спросила Изабель. Все посмотрели на дедушку, кроме Изабель. «Я не знаю», — задумчиво произнес дедушка. «Может, все не так однозначно?» Повисла пауза. Дети смотрели на него, замерев, затаив дыхание. Свекла варится дольше картошки, но некоторые любят хрустящую, поэтому, но ему не дали договорить. Мигель затянул «Ну!». Марисол полезла за ромашковым веником. Дедушка ретировался на другую сторону стола и оттуда стал говорить о неоднозначности кулинарии в вопросах свекольных супов. Добраться до него с ромашкой не получалось, потому что он перемещался. Мигель уже смеялся, грустно, но смеялся. Вдруг Марисол замерла. Дедушка открыл широко глаза. «Дедушка!» — вдруг выпалила Марисол. «Это ты был!» «Почему?» Мигель загнулся от смеха. Он совсем забыл про свои раны и про весь этот дневной кошмар. «У-у-у!» — затянула Марисол. «Ты или не ты? Где?» «Тут!» «А что ты ромашкой? Давай, и я тут тебя пижмой склоню!» «У-у-у!» — взвыла Марисол. «Какой пижмой!» И снова ринулась в атаку. Дедушка перемещался. Достать его пока не получалось. Мигеля совсем отпустила. «Ты или не ты?» — кричала ему Марисол. «Но я думаю, это как со свеклой», — сказал дедушка и замер, посмотрев вверх. И, казалось, сам удивился своему тезису. «Да, думаю, да». Все непонятно». «Вот», — сказал дедушка. «Почему?» Он с вызовом обратился к девочке. «У-у-у!» — завыла Марисол и пошла в ромашковую атаку уже по полной. Кружения вокруг стола прервались четким «Все, суп!». Изабель внесла борщ. Он дымился, парился и пах так, что все сразу забыли все и стали драться за тарелки. «А что это за церковь?» — вдруг спросил Мигель. Все замерли с ложками и посмотрели на него. «Какие?» — спросил дедушка. «За рекой». Марисол посмотрела на дедушку, фыркнула и сказала: «Церковь заречная, маковки беспечные», — добавил дедушка. «Нету к ним мосточка», — добавила Марисол. «С красного лужочка», — добавил дедушка. Изабель смотрела с интересом. Протянул Мигель. «Поэты, кардебалеты», но задумался. Изабель тоже прыснула смехом, хотя продолжала с интересом смотреть на Мигеля. Ласточка мелькнула за окном, коснулась крылом стекла, и едва уловимый писк донесся, словно из ниоткуда. Мигель почувствовал, что очень хочет спать, и вспомнил первый день в верхнем доме, когда Изабель уложила его на кушетку, сложив меч и лук, и он посмотрел на нее. Она тихо, но очень ласково улыбнулась, взяла его за руку и уложила на кушетку. Голова поплыла в сон, а на том конце шел непримиримый диспут о том, кто, где, когда и почему был, и о влиянии свеклы на расположение объектов вперемешку с цветочно-травными стычками. Потом прилетела ласточка и стала кружить над ним. Молитва стала слышна сильнее, громче, и удивительно старичок спокойно стоял у красивой иконы, которую Мигель не мог рассмотреть. Ее изображение расплывалось, а ласточка кликнула, и он проснулся в пустыне. Справа была стена и какие-то руины. Медведь шел вдоль стены тумана, и он крикнул ему. Медведь сказал: «Не сдерживай удар, отпусти его». «Мы обязательно встретимся!» — закричал ему Мигель. Ласточка позвала, и он хотел побежать за ней, но вдруг увидел всадника на белом коне. Он скакал на горизонте красно-желтой пустыни и никак не мог оказаться ближе самого горизонта. И что-то очень нежное он почувствовал к нему, родное. Но вдруг звук рушащейся стены разорвал пространство, и он рванулся, что есть силы. Было не просто страшно. В жилах похолодело, а в висках застучало, и он уже почти пропал под этой стеной, но ласточка пискнула и коснулась его крылом, и он оказался дома. Кто-то беседовал на кухне, и он встал
и тихонько стал подкрадываться к ним. «Они найдут ключи, но это не столь важно», — произнес хрипловатый мужской голос. «Бедная моя принцессочка». «Ну где же она?» — ответил женский молодой голос. «Думаю, что с принцем». «Надеюсь, что так», — ответил мужской голос. «А где же Армандо?» «Бедный закованный Армандо, ученый Армандо, нежный, добрый Армандо. Но он же не рвал любые цепи». «Да, ты это принцу расскажи». Мальчик тихо вышел на кухню и встал у двери. Крепкий мужчина с длинными светлыми вьющимися волосами сидел слева. Молодая женщина с короткой стрижкой стояла у печки, облокотившись на нее плечом. Они спокойно взглянули на мальчика. «Он идет вдоль тумана», — сказал вдруг Мигель, но голос его показался ему очень странным. Он напугал его. Они спокойно смотрели на него, однако его фраза заинтересовала их. Они ничего не ответили. «Что же с моим голосом?» — подумал Мигель, и вдруг очень заволновался, заметался, но ласточка едва слышно пискнула, и он оказался у старичка. «Вот же волнения разные, ненужные», — сказал он и продолжил молитву. «А дядя Сережа где?» — вдруг спросил Мигель. «А он вот же», — тихо сказал старик и показал вперед. На поляне в окружении густого-густого леса сидел дядя Сережа и смотрел куда-то за лес и на свои руки. Он что-то вырезал своим кинжалом, но его позвать Мигель не мог. И вдруг рыбка плеснулась, и круги стерли все, и он почувствовал, что кто-то держит его за руку и тихо гладит по голове. «Исабель», — понял Мигель и подтянул колени к груди. Шрамы саданули, но ненадолго.